Автомобильные трассы, соединившие российскую столицу с разными уголками страны, известны дальнобойщикам особыми участками, которые всегда пользовались дурной славой. Таким местом являлся в начале 2000-х годов Зубово-Полянский отрезок федеральной трассы Москва-Челябинск, расположенный в Мордовии в районе поселка Умет. Здесь на протяжении почти 1,5 километров разместились многочисленные придорожные шашлычные, кафе и торговые палатки. Все эти частные заведения не раз становились объектами нападения. Их грабили как местные любители легкой наживы, так и заезжие гастролеры. Не чувствовали себя в безопасности и водители, которые, просидев десяток часов за рулем, были вынуждены искать здесь отдых и горячую еду. Милицейские наряды то и дело приезжали по вызову на место происшествия, но, как правило, заставали зареванных продавщиц, избитых дальнобойщиков, пустые кассы и витрины. Казалось, только ленивый не пользовался случаем, чтобы, пригрозив сторожу ночного магазинчика палкой и прикрикнув на продавщицу, не натолкать в мешки провизии и выпивки. Потерпевшие зачастую даже не обращались в милицию, понимая, что вряд ли кто-то станет искать ветра в поле из-за 5000 рублей ущерба. Были, однако, и такие, кто писал заявление с просьбой завести уголовное дело по факту ограбления. Как правило, к этой категории людей относились хозяева заправочных станций или коммерсанты, понесшие серьезные материальные потери. Все чаще в заявлениях фигурировало обстоятельство, которое не могло не вызвать тревоги у местной милиции. Налетчики сменили палки на оружие. И хотя кто-то из потерпевших замечал, что пистолет, направленный на него, был муляжом, другой уже сообщал о настоящем обрезе охотничьего ружья. В течение 2002-2003 годов в Зубово-Полянском РОВД накопилось немало дел, заведенных по так называемым имущественным статьям. Но однажды бандитский обрез все-таки выстрелил. В любом круглосуточном заведении наступают часы затишья, работа замирает, персонал с трудом борется со сном. И когда 12 июня 2003 года после полуночи в кафе «Родничок», расположенном на федеральной трассе неподалеку от поселка Умет, поток посетителей иссяк, хозяйка заведения Нина Максина отпустила всех по домам, оставшись подежурить в одиночестве. Скрип тормозов у входа в кафе раздался только около 2 часов ночи. Водитель Зила Бычка попросил его накормить. Хозяйка накрыла стол и присела рядом с посетителем. Они поговорили о работе, о семьях, о проблемах, и женщина пошла в кухню, чтобы принести горячее. Но внезапно мирную картину позднего ужина нарушил звук резко хлопнувшей двери. В данное кафе ворвались 3 молодых парней, лица которых были закрыты платками наподобие масок. Одного из нападавших в руках находилось оружие огнестрельное. Как в дальнейшем было выяснено в ходе предварительного следствия, это было охотничье ружье «Сайга». Ворвавшиеся действовали быстро и уверенно. Один остался у входа, он держал в поле зрения дорогу и легковой автомобиль, перекрывший прямой подъезд к кафе. Другой, тот, что был с ружьем, подскочил к ужинавшему водителю и направил на него ствол. Да просто когда они требовали деньги, они положили на пол, ложись, ну как всегда, фильм все смотрят, вот. Ложись, его положили на пол, связали сзади руки, вот. Вооруженный бандит, уперев ствол в спину лежащего водителя, стал требовать деньги и свободной рукой попытался обшарить его карманы. Мужчина попробовал было сопротивляться, но, ощутив чувствительный тычок оружием в спину, замер. В этот момент из кухни, привлеченная шумом, выглянула хозяйка. Третий налетчик с веревкой в руках наготове тут же подлетел к ней, повалил на пол и связал руки за спиной. Он тоже орал что-то про деньги, но Максина уже была не способна воспринимать происходившее.
налетчик увидел папку, лежавшую на стуле возле накрытого стола. Он вытряхнул из нее содержимое, но ничего, кроме каких-то бланков и бумаг, не обнаружил. Тем временем бандит, обыскивавший водителя, нащупал у него на животе сумку, пристегнутую к поясу с внутренней стороны брюк. Он хотел перевернуть его на спину, чтобы добраться до тайника. Но водитель, неожиданно совершив резкое движение, попытался скинуть с себя грабителя, чем привел его в бешенство. Ну, крикнули, не дергаться, лежать там, не дергаться. Вот, а он дернулся, или повернуться хотел, или что. В результате получил сразу же выстрел в упор. Происшедшее не обратило бандитов в бегство. Они обшарили окровавленное тело и нашли то, что искали. В потайной сумке водителя оказалась приличная сумма. Бандиты пригрозили хозяйке, чтобы она не болтала лишнего, выскочили из кафе, сели в автомобиль и уехали. Освободили Максину очередные посетители, проезжавшие мимо, которые заглянули в кафе лишь под утро и стали свидетелями разыгравшейся здесь трагедии. Прибывшая через некоторое время следственно-оперативная группа тщательно осмотрела место происшествия и зафиксировала картину случившегося. Ну, были обнаружены следы пыжей от боеприпаса к охотничьему оружию, веревки, которыми были завязаны потерпевший, в частности, водитель. Личность погибшего была установлена по найденным документам. Им оказался житель Пензы, водитель-дальнобойщик и по совместительству экспедитор одной из тамошних коммерческих фирм Валерий Данилин, направлявшийся в Москву. Сыщики тут же связались с Пензой и получили подтверждение, что Данилина действительно командировали в столицу за товаром. При себе он имел финансовые документы и около 70 тысяч рублей. Но если платежки были на месте, то наличных, как говорится, след простыл. И все же, на первый взгляд, смерть Данилина выглядела совершенно нелепой. Ведь деньги, которые находились при нем, бандиты могли бы заполучить легко и просто. Для этого не требовалось пускать в ход оружие. Тем не менее, выстрел прозвучал. А это такое дерзкое, причем наглое убийство. Это понятно, что эти люди уже ни перед чем не остановятся, это всем понятно. Если они свободно за 70 тысяч рублей забрали и застрелили человека, безмотивно, без ничего, то что ждать уже от них в дальнейшем? Вторая потерпевшая, оставшаяся в живых хозяйка кафе Нина Максина, находилась в шоковом состоянии. Тем не менее, нашла в себе силы сообщить, что бандиты, как ей показалось, скорее всего, молодые люди, примерно 25-30 лет. И хотя их внешность женщина описала лишь приблизительно, а лиц не видела вообще, она ориентировалась на голоса и содержание разговора, который вели налетчики между собой. Однако на вопрос, были ли, по ее мнению, нападавшие знакомы с убитым, однозначного ответа Максина дать не смогла. А между тем, эта информация представляла особый интерес для сыщиков, которым нужно было понять, есть ли в деле пензенский след или преступление совершено местными. Являлись ли причиной убийства личные мотивы или профессиональная деятельность, и вполне вероятно не столько самого Данилина, сколько фирмы, которую он представлял. Версий родилось достаточно много. Связавшись с коллегами из Пензы, мордовские сыщики попросили проверить те из них, которые могли быть связаны с их городом. А сами занялись отработкой вариантов произошедшего, связанных с собственной территорией. Начали разрабатывать версию о причастности к совершению данного преступления кого-либо из сотрудников кафе «Родничок». Под усиленное внимание правоохранительных органов попали те, кто проживал в поселке Умет и близлежащих населенных пунктах. Эти места славились своей криминальной историей. Однако преступления, совершаемые здесь, в основном относились к имущественным. Случались, конечно, и убийства, но редко. И, как правило, бытовые, по пьянке, либо в результате конфликтов в среде местных уголовников. И обычно тоже не без воздействия алкоголя. Смерть же экспедитора Данилина являлась происшествием совершенно иного рода. Кроме того, была получена информация оперативная, что на территории соседнего Зубополянским районом, на территории двух еще районов, это Торбиевский район и Ковылкинский район Республики Мордовия, также имелись зафиксированные, зарегистрированные факты разбойных нападений, которые на тот период оставались нераскрытыми. Оперативная группа рассматривала на причастность к делу каждого местного, кто уже имел судимости.
Устанавливалось, где он был в момент преступления, проверялись лица, с которыми он общался в ближайшие дни, анализировались данные о его поведении и событиях жизни. Следователи по частям собрали полную персонифицированную картину дня убийства 12 июня. Они знали, где, с кем и как проводил этот праздничный день, да и ночь накануне, практически каждый местный житель, находившийся на заметке у правоохранительных органов. Отрабатывались оперативным путем очень большое количество лиц, причастных к данному преступлению. Однако оснований для задержания лиц, указанных лиц, и предъявления им обвинения найдено не было. И, как впоследствии подтвердилось, совершенно верно мы поступали. Меж тем соблазн упрятать за решетку местную разбойничавшую братью был весьма велик. И под шумок закрыть добрый десяток висяков, скопившихся в РУВД. Но в республике понимали, действовать нужно не только быстро, но и наверняка, чтобы ни один причастный к этому преступлению не ушел от ответа. Тем более, такие преступления, убийства водителя, они всегда общественный резонанс вызывают, сами понимаете. И, естественно, более так придается значение. Все понимали, совершенное убийство наверняка не будет последним. Поэтому милиция района работала не покладая рук. Но массированная проверка местных жителей все же не дала результатов. Стало очевидно, что раскрыть преступление по горячим следам не удастся. Однако сыщики были настроены решительно и делали все, чтобы не только не снижать темпы поиска, но и вести его еще более масштабно. В связи с этим назрела необходимость привлечь к расследованию коллег из соседних районов и опытных специалистов республиканского уровня. Руководство прокуратуры республики направило для оказания практической помощи по этому делу сотрудников аппарата прокуратуры республики. МВД республики, в свою очередь, также направило туда группу в составе опытных оперативных работников. Так, в Зубово-Полянском районе появились начальник отдела криминалистики прокуратуры Мордовии Анатолий Беськаев и старший следователь по особо важным делам Дмитрий Бикеев. Перед сыщиками была поставлена задача проанализировать оперативную обстановку в районе и на прилегающих к нему территориях за последние месяцы. Следственная группа подняла все нераскрытые дела, связанные с грабежами и разбойными нападениями. Подобные преступления совершались, как правило, по классической схеме, отработанной в мировом кинематографе до мелочей. 2-3 молодых человека, лица закрыты масками и затенены глубоко надвинутыми шапками, обрез охотничьего ружья и угрозы расправиться с жертвами, если те будут вести себя неправильно. В этих так называемых стандартных налетах необходимо было найти что-то особенное, что могло вывести на след убийц. Но в это же время была получена еще оперативная информация, что аналогичные разбойные нападения были совершены на территории соседней Зубово-Полянским районом, но уже на территории Сасовского района Рязанской области. В конце мая были совершены несколько разбойных нападений на автозаправочной станции вдоль трассы. В нападениях на автозаправочные станции также фигурировали молодые люди в масках с обрезами в руках. Как следовало из материалов дела, 4 мая 2003 года ограблению была подвергнута АЗС предпринимателя Тамара Кашаровой, находившаяся на 419-м километре федеральной трассы Москва-Челябинск. Около половины второго ночи к одной из бензоколонок подъехала голубая шестерка. Кассир Елена Мардакина отодвинула книгу и приготовилась включить подачу топлива. Из задних дверей автомобиля выскочили двое молодых людей в черных закрывающих лица масках. В руках у них были обрезы. Первый подскочил к заправщику Ивану Ларионову и приставил ружье к его голове. Второй потребовал, чтобы кассирша отперла дверь, если хочет сохранить жизнь своему напарнику. Мардакина повернула ключ без возражений. Налетчик выгреб из кассы деньги. Не побрезговал и 2 таксофонными карточками. Больше там не нашлось. Первый в это время обыскал потерявшего дар речи Ларионова. Не найдя ничего ценного, кроме наручных часов, он довольствовался и этим. Затем злоумышленники заскочили в свой автомобиль, и машина сорвалась с места. Это было похоже на дурной сон или на 100 раз виденный фильм категории «Б». Однако пустая касса и след от часов на руке заправщика служили верными доказательствами реальности произошедшего. И Мардакина бросилась к телефону. А налетчики уже подъезжали к следующей АЗС.
В частности, за одну ночь там было совершено 2 нападения на автозаправочные станции, в ходе которых были похищена денежная выручка. Буквально через час после нападения на заправку Кашеваровой бандиты на полном ходу влетели на территорию АЗС на 418-м километре. На этот раз обрез был пущен в ход, но, к счастью, не по своему прямому назначению. Один из налетчиков разбил им голову сторожу Сергею Лопаеву, когда тот попытался оказать сопротивление нападавшим. Выключив Лопаева, громилы разбили стекло в окне операторской и наставили ствол на кассиршу Нину Кобзеву. Женщина спряталась под стол, и бандитам пришлось проникать в помещение без ее помощи. Один из них, видимо, помня, как это обычно делается в крутых боевиках, выстрелил в замок из ружья. Но то ли стрелок был плох, то ли замок хорош, дверь не открылась. И тогда бандиты решили проблему просто. Разворотив окно, они прихватили сам кассовый аппарат, после чего сели в машину и укатили со станции. Так, на месте преступления работали не в перчатках, потому что сторож описывал, что на руках у них были перчатки. И поэтому у нас успехов никаких не было. О неслучайном характере нападения свидетельствовало не только то, что преступники были экипированы по всем правилам налетов. Всего на километр пути между заправками у них ушел целый час. А это значило, что на самом деле бандиты выжидали, спрятавшись в укромном месте, когда на АЗС не будет других машин. Кроме того, они понимали, что оставаться на трассе более продолжительное время нельзя, иначе есть риск повстречаться с милицией, которую обязательно вызовут потерпевшие. Преступники явно рассчитывали скрыться по проселочным дорогам до того, как будет объявлен план «Перехват». И им это удалось. Сомнений не оставалось. Нападавшие действовали слаженно и по заранее продуманной схеме. Сыщики пришли к выводу, что в каждом отдельном случае они имеют дело с организованной группой, бандой. Но являлась ли она всегда одной и той же бандой? Было решено подвергнуть детальному анализу все нападения, в которых фигурировали 2 или 3 налетчика. Такие как, например, совершение разбойного нападения на школу поселка Дубитель с похищением имущества школы. Нападение произошло ночью. Бандиты избили сторожа палками и направились прямиком к кабинету директора. Им не составило труда высадить дверь в это помещение, где кроме компьютера поживиться было нечем. Его-то и унесли злоумышленники, отвесив сторожу на прощание еще несколько ударов. Прибывшая в школу оперативная группа выяснила, что сторож не мог дать подробного описания внешности нападавших. Но он, как и хозяйка придорожного кафе Нина Максина, считал, что орудовали молодые люди. Слышал разговор 2 бандитов, запомнил фигуры. При необходимости мог опознать их по голосам. При этом потерпевший был уверен, что налетчики хорошо знают школу. Уж очень легко ориентировались в ее входах-выходах. Сторожу даже показалось, что ночные визитеры знают и его самого. Тщательно обследовав место происшествия, сыщики получили в свое распоряжение классическую улику. Среди свежих отпечатков пальцев на дверном косяке директорского кабинета оказался один, который не принадлежал работникам школы. Как в поселке Дубитель, так и в поселке и в городе Ковылкино в магазине при нападении ими были оставлены следы преступления. Это следы пальцев рук на магазине Мордовский, это на бутылке из-под вина. Нападение на магазин «Товары из Мордовии», называемый в народе «Мордовский», привлекло особое внимание сыщиков, занимавшихся убийством водителя Данилина. В нем также фигурировали 2 парней и автомобиль, ожидавший их у входа. Судя по всему, они хорошо ориентировались на месте и действовали с полной уверенностью. Точно знали, когда в подобных заведениях наступает мертвая пора, и можно не опасаться нежданных посетителей. Они были и в курсе количества персонала, занятого в ночной смене. Из протоколов коллег следователи узнали, что налет на мордовский магазин совершен неизвестными 24 мая 2003 года, то есть за 3 недели до нападения на кафе «Родничок». В то же время суток, что и в Зубово-Полянском районе, около 2 часов ночи, перед крыльцом магазина затормозил легковой автомобиль. 2 человека остались в машине, а 2 других в черных шапках-масках вбежали в магазин. В руках одного из них был обрез. Угрожая этим обрезом, стали требовать деньги
и продукты питания. Одной из продавщиц, а в это время в магазине работало 2 продавщицы, одной из продавщиц незаметно удалось нажать на так называемую тревожную кнопку для вызова работников милиции. Группа вневедомственной охраны немедленно выехала в Ковылкино. Тем временем продавщицы оставались под прицелом обреза, а преступники спокойно складывали товары в сумки. Звук приближающегося автомобиля заставил бандитов замереть. И в следующее мгновение, увидев, что машина, ожидавшая их у входа, сорвалась с места, они поняли, что к магазину подъезжает милицейский наряд. Нападавшие приставили обрез ружья к голове одной из продавщиц и потребовали от второй продавщицы, чтобы та сказала милиционерам, что вызов тревожной группы является ложным, типа она случайно нажала эту кнопку. Прихватив свои сумки, бандиты вместе с заложницей скрылись в подсобке, повернув изнутри ключ. Когда в магазин вошли милиционеры, они застали там только одну взволнованную продавщицу. Свое беспокойное состояние та объяснила ошибкой, которую допустила, нажав на тревожную кнопку. Женщина извинялась и уверяла, что в магазине все нормально. Милиционеры проверили магазин и спросили, а что там находится, вот подсобное помещение, откройте. Это все проверялось, но продавщица, боясь за жизнь своей подруги, сказала, у меня нету ключа от подсобного помещения, потому что там уже находился склад и что-то товар там находился другого предпринимателя. Бандиты, отделавшиеся легким испугом, прихватили сумки с награбленным, 20 тысяч рублей из кассы и, наказав на прощание потерпевшим ни в коем случае не звонить в милицию, покинули магазин. Женщины, разумеется, тут же снова нажали тревожную кнопку и, кроме того, дополнительно связались с дежурным вневедомственной охраны по телефону, объяснив суть произошедшего. Выехавшая на место следственно-оперативная группа милиции осмотрела место происшествия, в ходе которого был обнаружен и изъят отпечаток пальца руки. Как показала дактилоскопическая экспертиза, отпечаток, оставленный на кассовом аппарате, не принадлежал никому из персонала. При этом он вполне мог быть оставлен каким-нибудь посетителем. Но что означало «посетитель» для работавшего круглосуточно магазина? Это сотни случайных людей, заходивших туда в течение последнего дня. Сыщики снова побеседовали с продавщицами и выяснили чрезвычайно важное обстоятельство. В вечернее время произвели уборку. Никто из этих покупателей еще не было, поэтому отпечатки могли оставить только нападавшие. Обе женщины вспомнили, что один из бандитов пытался вытащить из-за монетоприемника кассы застрявшие там купюры. В тот момент ему и пришлось снять перчатку, мешавшую просунуть руку в щель. Сомнений насчет отпечатка больше не оставалось. Теперь его следовало срочно пробить по оперативным учетам, а пока продолжить работу с архивом нераскрытых уголовных дел. Изучение и анализ этих уголовных дел показывал, что по почерку они все схожи. По всем этим делам фигурировали, как правило, 2-4 молодых парня. Как правило, при совершении нападения лица у них были закрыты масками. При нападении использовалось огнестрельное оружие. Много общего было и в описаниях внешности преступников, сделанных пострадавшими. Во-первых, приметы вот по росту особенно совпадали. Наличие одежды вот такой же, описание одежды сходилось. Постепенно следствие все больше убеждалось, что имеет дело с многочисленными преступлениями одной и той же группы. А вскоре появилась и первая тонкая нить, ведущая к ней. Сыщикам удалось установить личность владельца охотничьего карабина «Сайга», того самого, из которого был застрелен водитель Данилин.
В начале 2000-х годов Зубово-Полянский участок федеральной трассы Москва-Челябинск пользовался среди водителей-дальнобойщиков особой известностью. Почти 1,5-километровой полосой тянулись вдоль трассы шашлычные, кафе и торговые палатки. В любое время суток можно было остановиться, передохнуть и съесть горячего. Однако водители не чувствовали себя здесь в безопасности. То и дело, кто-нибудь из них оказывался жертвой разбоя или грабежа. Объектами нападения не раз становились и хозяева заведений. В течение 2002-2003 годов в Зубово-Полянском РОВД накопилось немало дел, заведенных по так называемым имущественным статьям. Но 12 июня 2003 года в одной из придорожных шашлычных произошло убийство. Водитель-дальнобойщик и по совместительству экспедитор коммерческой фирмы из Пензы Валерий Данилин был застрелен из обреза охотничьего карабина «Сайга». Двое напавших на водителя и хозяйку заведения действовали уверенно и нагло. Совершив преступление, бандиты скрылись на автомобиле. На поиски убийц были подняты все местные правоохранительные органы, усиленные опытными сотрудниками из прокуратуры и МВД Республики Мордовия. Выяснилось, что в течение последних 2 месяцев налетам, схожим по почерку преступников, подверглись автозаправочные станции вдоль трасс, средняя школа в поселке Дубитель, круглосуточный магазин в окрестностях города Ковылкино. Аналогичные разбойные нападения были совершены и на территории соседнего района Рязанской области. Изучение и детальный анализ этих нераскрытых дел показал, что в регионе работает банда, которая, несмотря на определенную продуманность действий, все же совершает некоторые ошибки и оставляет на местах преступлений улики – пыжи, обрывки веревок, отпечатки пальцев. А вскоре появилась и первая тонкая нить, ведущая к ней. Сыщикам удалось установить личность владельца охотничьего карабина «Сайга», того самого, из которого был застрелен водитель Данилин. На владельца карабина «Сайга» сыщики вышли, изучая очередное дело о разбое. Преступление было совершено почти за 2 недели до убийства Данилина, 1 июня 2003 года в селе Салазгарь Торбеевского района Республики Мордовия. Дерзкому нападению подверглась семья частного предпринимателя Аркадия Григорьева. 2 вооруженных налетчиков ворвались в дом Григорьева утром, когда хозяин уже уехал на работу. Под дулом обреза оказалась семья коммерсанта. Жена, дочь-подросток и маленький сынишка. Преступники угрожали Зинаиде Григорьевой застрелить детей, если та не отдаст ценности. У матери не было сомнения в том, что намерения бандитов серьезны. Женщина без всякого сопротивления отдала все деньги, какие имелись в наличии. Показала и специальный сейф, в котором ее муж-охотник хранил оружие. Отсутствие ключа не смутило налетчиков. Они расковыряли металлический ящик ломом. В ходе разбойного нападения на дом Григорьева ими был похищен еще карабин «Сайга» с патронами, принадлежащий Григорьеву, и охотничье ружье «Иш». Перед уходом бандиты обыскали мать и девочку, забрали золотые сережки, цепочки, обручальное кольцо. Потом закрыли всех в подвале и приказали держать язык за зубами. Пригрозив вернуться и расправиться с детьми, если женщина не будет молчать, бандиты покинули дом. Несмотря на сильный испуг, супруги все же обратились с заявлением в милицию. Они это сделали еще и потому, что в руках бандитов оказались 2 ружья с боеприпасами. Оперативники опросили соседей, жителей села Салазгарь. Выяснилось, что некоторые из них видели машину, стоявшую неподалеку от дома Григорьевых. Выяснилось, что голубая шестерка, в которой сидел незнакомый парень, ждала 2 других, заходивших в дом. При данном нападении преступники действовали без масок, и потерпевшие, жена и 2 детей, заметили их приметы и в дальнейшем подробно описали черты их лица. Дали хорошие приметы, описание этих преступников. Баллистическая экспертиза установила,
Пыш, обнаруженный на месте убийства Данилина, и пуля, извлеченная из его тела, свидетельствовали, что водителя убили из карабина, похищенного у Григорьевых. Таким образом, два преступления, совершенных с интервалом в 12 дней, были надежно закреплены за одной бандитской группой. Тем временем поступили результаты и дактилоскопической экспертизы по отпечатку, оставленному во время ограбления магазина в Ковылкино. И этот отпечаток по картотеке по пилону выдал, что он принадлежит как раз Якурину, который вот как раз у нас был уже в поле зрения. В поле зрения правоохранительных органов Вячеслав Якурин оказался, можно сказать, случайно. Он попал в ДТП, а милиция заинтересовалась, откуда у недавно вышедшего из заключения 23-летнего сельского парня новенькая восьмерка, и решила взять его на заметку. Тут-то и подоспели результаты дактилоскопической проверки. Отпечаток дал его, он ранее судимый был. Все оперативно стали искать его связи, знакомства. На выявление контактов подозреваемого у оперативников ушли считанные дни. Выяснилось, что после освобождения Якурин вместе с бывшими одноклассниками подался в Москву на заработки. В родном поселке Дубитель компания появлялась только временами. Но об этих наездах, как оказалось, была наслышана вся округа. Отдыхая в родных пенатах от московских трудов, приятели устраивали настоящие оргии. У нас уже начала вырисовываться уже группа, что они приезжали, были на машинах, приезжают, уезжают. И, в принципе, уже тогда у нас где-то вырисовываться стали 3 человека. Это Якурин, Мещеряков и Кувшинов. Они тоже жители как раз Дубительского у меня участка. В оперативной информации фигурировало еще одно имя – Саша Белый. О нем говорили в среде Якурина и компании, о его существовании слышали и в поселке. Судя по всему, именно Белый и держал верх в подозрительной группе одноклассников. Похоже, сыщики имели дело с доморощенной бригадой. Но никаких более подробных данных о ее лидере найти пока не удавалось. А вот Евгений Кувшинов очень быстро оказался за решеткой. Остался в своем поселке, Дубитель. Вот, а остальные уехали, также разъехались. Вот в связи с этим нам просто его удалось задержать. Нам сказали, да он здесь, его видят. Вот. Ну, вскоре ребята его благополучно задержали. Сыщики начали работать с Кувшиновым и сразу же получили весомое доказательство его участия в преступлении. Отпечаток пальца на директорской двери Дубительской средней школы был оставлен именно им. С этого момента вопросы к подозреваемому обрели более целенаправленный характер. Но он молчал. Зато соседи Кувшинова охотно делились впечатлениями о похождениях его гоп-компании. Приезжали, устраивали пьянки и во время своего безудержного веселья нередко ставили на уши весь поселок. Однако источников их праздной жизни, причем весьма небедной, новые машины, девочки, выпивка, свидетели не знали. Даже самые близкие люди, родители, приятели, бывшие подруги, не могли объяснить оперативникам, чем занимались в Москве и где там обитали молодые люди с завидным размахом, обставлявшие каждый свой визит на малую родину. Время одного из их приездов домой по времени совпадало с совершением нападения на Дубительскую среднюю школу. И вместе с ними приезжал также еще молодой человек, которого, как установили, данные были, фамилия его была Нечаев, звали его Виктор. Виктор Нечаев, как вскоре выяснили сыщики, оказался жителем Рязанской области. Они уже работали с соседями по разбойным нападениям на АЗС, а теперь сотрудничество стало еще более плотным. В общем, исколесили всю Рязанскую область вокруг. Удалось установить подругу Нечаева, где она жила. Удалось установить, что они являются ворами, занимаются кражами. При очередной командировке нами был задержан Нечаев. Им оказался человек, находящийся в розыске за Казахстаном. Вот. Я не знаю, как у них статья, у нас 158, то есть за кражи. По оперативным данным, не в Москве, а именно в Рязани, на улице 2-я железнодорожная, в доме 27, жили до мая 2003 года Нечаев, Кувшинов и Мещеряков. Но двое последних затем съехали.
а оставшийся Нечаев был задержан и доставлен в Зубово-Полянский район Мордовии. При обыске в его квартире обнаружили множество мобильных телефонов, магнитол, визитниц, барсеток и различных папок, то есть всего, чем можно поживиться в автомобиле делового человека. По словам задержанного, он являлся лишь мелким вором, которого пытались втянуть в преступную группировку, а руководил ей якобы Саша Белый. Тот самый Белый, информации о котором у сыщиков почти не было. Получилось так, что Саша Белый, Белов, нами долгое время не был установлен. Но и Нечаев о нем тоже мало что знал. Примерный возраст, общие внешние данные, не более того. Ну и разве что статья, по которой Саша Белый якобы уже успел отсидеть. Затем все-таки через некоторое время, через зону, оказалось, что он сидел. Вот. По ветке мы в Евасе установили, что он никакой не Саша, а зовут его Эдик. Уроженец Ковылкина, освободился после отсидки по статье 131, вот, и как бы уехал в Москву. Фотографию Эдуарда Белова тут же отправили московским коллегам. И оказалось, что он уже у тех на заметке. Попадал вместе со своими друзьями в поле зрения столичных оперативников по подозрению в совершении разбойного нападения. Правда, прямых улик у них тогда не нашлось, но, как говорится, осадок остался. Москвичи дали информацию, что Белов и его компания с мая 2003 года снимают квартиру в Балашихе по адресу улица Орджоникидзе, дом 5. И мордовские сыщики приняли решение брать Беловскую бригаду непосредственно в их логове. Квартира располагалась на 7-м этаже, железная дверь. В общем, произошло так, что пришлось штурмовать. Услышав шум на лестничной площадке, друзья-одноклассники решили, что надо избавиться от оружия. Сложили в сумку 2 обреза, газовый пистолет, патроны и сбросили ее с балкона. Этот наивный поступок немало позабавил стоявших внизу сотрудников местного ОМОНа и мордовских оперативников. В квартире были задержаны Якурин и Мещеряков. Однако для полного комплекта недоставало лидера – Белова. Подельники уверяли, что он уехал в город Псков за запчастями и вряд ли скоро вернется. Вот. Мы решили остаться его ждать в квартире. Значит, это было с утра еще. Сидели мы до глубокой ночи, часов до 2. Около 2 часов ночи в квартире раздался непонятный шорох, шум, а затем чей-то сдавленный голос попросил выпустить его. Каково же было удивление оперативников, когда они поняли, что источник звуков находится на антресоли. Антресоли были забиты тряпками, пустыми бутылками. И он там сидел практически полсуток в жару. На нем было 3 куртки, пожалуй, 4. Потом выяснилось, что он хотел прыгнуть с 7-го этажа, чтобы смягчить удары. Снимать Белова с антресолей сразу не решились. Оперативники располагали информацией, что он может иметь при себе гранату F1. О ее существовании было уже известно из допросов задержанных. Однако в выброшенной с балкона сумке с оружием гранаты не обнаружили. Ну, осторожненько мы с ним поговорили. Он ручки подал, и тихонечко мы его сняли оттуда. Как оказалось, гранату Белов уже продал в Москве. Успел он наладить связи и с торговцами оружием из Саранска, однако, к счастью для него самого, ни одной сделки еще не совершил. В противном случае дело пополнилось бы еще несколькими десятками страниц. Впрочем, оно и без того получалось весьма объемным. А после задержания всей бригады и вовсе стало пухнуть, как на дрожжах. Выяснялись новые факты, обнаруживались новые доказательства, вскрывались и новые преступления. Оказалось, что они в Балашихе еще совершили разбойное нападение на одну из заправок. Заправка была как бы усилена очень сильно, но наши орлы умудрились все-таки ее штурмовать. Бронированное стекло они умудрились разбить 12-килограммовой гантелью, вот, с 3-й попытки. Налетчиков опознали многие потерпевшие. Да и сами они не сильно отпирались от того, что натворили за полгода своей привольной жизни.
Их признательные показания были проведены через целую серию следственных экспериментов, в ходе которых бандиты подробно описывали места и события. А кто в данной автомашине находился? Белов. Белов, еще кто? Погромче. Белов, Мещеряков и вы. Так, значит, с какой целью вы прибыли? Чтобы ограбить магазин. Впоследствии эти материалы оказались важными элементами доказательств виновности группировки Белова, поскольку на суде почти все бандиты отказались от своих показаний, ссылаясь, как это водится, на недопустимые методы дознания. Однако видеозаписи демонстрировали полную вменяемость подследственных, хорошую память и способность в подробностях воспроизводить обстоятельства совершенных ими преступлений. А заключения судебно-медицинских экспертиз, проводившихся во время каждого эксперимента, подтверждали отсутствие каких-либо телесных повреждений. Зашли в квартиру. Отсюда спустилась молодая девушка, как я понял, дочь. И ребенок, по-моему, вот здесь вот был, маленький. Здесь она, села, я ей связал руки, потом связал дочку и ребенка, и провели их вот в эту комнату. Вот сюда. Так что происходило в этой комнате? Ну, вот здесь вот лежала молодая девушка, дочь. Здесь женщина. Здесь ребенок был. Потом ребенка, завели в ту комнату, типа мы его заберем, сказали, все деньги не отдадите. Потом их всех вместе здесь собрали и искали. Нашли сейф. Члены бригады не отличались благородством. Если на их пути попадались дети, беззащитные женщины, продавщицы ночных магазинов, безоружные операторы АЗС или водители-дальнобойщики, они хладнокровно делали свое дело, поскольку для таких, как Белов и его подельники, существовал только один резон – их собственные желания. А желания бездельников и подонков, хоть и достаточно примитивны, тем не менее почти всегда выходят за рамки не только их возможностей, но и безопасности обычных нормальных людей. Просто зашли приобрести нужный товар. Конечно, приобрели нужный товар, забрали кассу и ушли. При этом продавщицу оставили связанную. У Якурина, вышедшего из колонии, денег на нужные товары, понятное дело, не было. Но лишь до того момента, пока, шатаясь бесцельно по Москве, он не познакомился с Беловым, тоже недавно освободившимся. Что и неудивительно, как говорится, рыбак рыбака. Это я в Москве предложил, находясь в Москве, в городе Балашиха, пригласив в гости к себе Мещерякова, Якурина и Кувшинова, в ходе застолья, выпивали пиво, я предложил им совершить нападение. Белов был старше и опытней. Да к тому же, как это считалось между ними, отмотал реальный срок по серьезной статье. Он сразу приобрел безоговорочный авторитет. И не уставал втолковывать своим пацанам уголовные законы и зоновские понятия, расписывая перед ними прелести воровской романтики и перспективы красивой жизни. Как впоследствии оказалось, лозунг «красиво жить» они воплощали в жизнь. Все похищенные средства они тратили на женщин, проигрывали в автоматах, в казино и прочее. То есть себе они ничего не оставляли, все сразу спускали. Женатый, имевший ребенка главарь, не отставал от холостых приятелей. А троица Якурина и рязанский вор Нечаев буквально в рот смотрели своему Саше Белому. Именем героя известного криминального сериала называл себя сам Эдик, которому были не чужды романтические идеи мужского братства. Ну что за человек? Маленечко испорченный понятиями воровскими был. Эти понятия все сводились, знаете, где у человека нет чести и достоинства, мягко выражаясь. Он как бы был правильный, считал себя правильным. И такой человек, который дорожил, любил себя и дорожил как бы своей жизнью. Очевидно, именно нежелание подставляться легло в основу схемы, по которой происходило большинство налетов.
Белов оставался в машине, а на дело шли остальные. Но при первом же случае реально возникшей опасности главарь предал своих подельников. Когда продавщица магазина в Ковылкино нажала тревожную кнопку и на горизонте появилась милицейская машина, Белов тут же сорвался с места. Вот можно по этим уже эпизодам судить о Белове как о человеке, который осторожен. Где пахнет жареным, он туда не пойдет, а пошлет кого-то другого. Ну и по этому эпизоду тогда члены вот этой группы на него очень обиделись. Чувствуя, что его авторитету грозит серьезная опасность, в очередном налете Белов вызвался участвовать лично. Для водителя Данилина из Пензы это политическое решение главаря стало роковым. Белому надо было любыми средствами продемонстрировать свою силу. Ну, предводитель выстрелил, он получил, можно сказать, авторитет в их глазах. Взял на себя, можно сказать, такое. Амбиции Белова, судя по всему, превосходили масштабы, которые он освоил за полгода существования своей банды. В основном ее деятельность состояла в спонтанных грабежах с целью выпить-закусить. Но иногда главарю все же удавалось спланировать акции реального бандитизма. Так, в частности, в Зеленограде Якурин, Кувшинов и Белов совершили налет на кассира одной из коммерческих фирм. Несколько дней они выслеживали ее на машинах, следили, узнавали распорядок дня. И в результате, когда она получила в банке зарплату сотрудникам, они в помещении Центра техмонтаж с использованием пневматического пистолета напали на нее и похитили 225 тысяч рублей. А потом в Зеленограде же напали на павильон «Дмитрогорские колбасы». Не смогли открыть кассу, поэтому утащили мешок провизии. И опять, как обычно, Белов ждал подельников в машине, пока те приставляли к голове продавщицы пневматический пистолет и собирали мясные деликатесы. Но павильон, торгующий пусть и высокосортной, но все же колбасой, не мог обеспечить банде красивую жизнь. Подобные эпизоды, когда в качестве трофеев бандиты забирали еду и алкоголь, были скорее продиктованы простыми физическими потребностями. Другое дело крупное предприятие сотовой связи в Рязани. В обеденное время, дождавшись, когда в офисе не осталось людей, бандиты напали на дежурного, связали его и заклеили рот скотчем. А затем, разбив витрину, похитили 34 телефона, карты оплаты, аксессуары, всего на сумму свыше 230 тысяч рублей. В дальнейшем оказалось, мы раскрыли всего 15, по-моему, разбойных нападений. Это Зеленоград, Балашиха, Рязанская область, это Шацкий район, Сасовский район. Вот. Поляна, убийство, Ковылкинский район, разбой. Ну, все в таком духе. При том, что бригада доморощенного Саши Белого реально сформировалась только к весне 2003 года. А к концу июня уже была арестована в полном составе. Между убийством водителя Данилина и задержанием Белова прошло около 3 недель. Ну, если ведешь, так скажем, неправильный образ жизни, то всегда ожидаешь, что конец вот настанет всей этой деятельности. И конец действительно настал. 3 июня 2004 года, когда Верховный суд Республики Мордовия вынес приговор. Получили длительные сроки лишения свободы. Якурин 17 лет лишения свободы, Мещеряков 14 лет лишения свободы. Нечаев, как непричастный к эпизоду убийства, получил 6 лет строгого режима. Кувшинов 12. А их бригадиру Саше Белому назначили наказание продолжительностью в 21 год. Когда этот срок закончится, его сыну будет столько же, сколько сейчас ему самому. Остается лишь надеяться, что кумиром Белова-младшего станет герой совсем другого сериала.